Это привезли вам вирус со стороны ваши односельчане, или это попало к вам от соседей? Как вообще произошли первые случаи заражения? Ну, Руслан, вы знаете, так как селение очень большое и вообще предпринимательской деятельностью в селении занимаются очень многие, у Мгм. нас очень много выходцев из нашего села в Москве, в Ленинграде, в Сибири, как бы, да, вот. Как по России как бы вот пошел вот этот вот, да, вот наплыв вот этой болезни, многие начали возвращаться, и, к сожалению, она у нас как-то вот быстро началась, да, вот, а, к сожалению, народ не верил. Люди не верили, что эта болезнь существует, все говорили, это какая-то политика, То есть у вас что-то... продолжались по коллективные собрания массовые, не знаю, джума намазы, мечети, рынки, гости? Практически все продолжалось, ничего не останавливалось. Ну, где-то 20 апреля мы с главой администрации села собрались, пригласили главного врача нашей больницы, сделали обращение народу, что, чтобы оставались дома, А в это чтобы время все... уже в больнице что творилось? Уже поступали больные к 20 апреля? В то время было как-то спокойно. Это, наверное, период, как бы инкубационный период, который Ага. проходит в этой болезни 14 дней. Видимо, мы вот в это время наткнулись. И я вот, я сам тоже, если честно, как, ну, не выходил из дома, как бы, да, вот, был дома с детьми, как бы с матерью. И как-то вот 2 мая меня попросили, короче, вот односельчане, там у нас один взрослый, там 78-летний мужчина, отказывался принимать лекарства, как бы, да, вот, ну, мое время пришло, он начал болеть этой болезнью. Естественно, я сам столкнулся с тем, что на самом деле у нас в Буйнакском районе вообще, ни в одной в аптеке, в Буйнакске и в районе вообще, вот я сам 4 часа искал лекарства, практически ни одного лекарства не нашел. Ни одного лекарства, то, что вот назначили этому человеку. И у меня реально появился страх. Вот в этот день, вот 2 числа, 3 числа утром я позвонил, как бы, ну, у нас группы здесь в селе, 4-5 групп по 250 человек, и как бы мы все как-то общаемся, как бы, да, вот между собой, это все односельчане. Я как бы пригласил всех собраться, молодых, надо что-то Чтобы делать, обсудить. вот этот момент, что, как, Шарифулла, ну волонтерские... скажите, пожалуйста, уже к этому моменту меня интересует состояние больниц и как пошла нагрузка пиковая Вот я, на вот эти вот учреждения системы здравоохранения. Руслан, я вот говорю, вот мы 3 числа собрались, и 3 числа мы зашли, можно сказать, в больницу. Но до этого у меня были звонки с больницы, как бы, да, вот как общественному деятелю, многие звонки там, что лекарств нету, где найти. Естественно, мы помогали, но не думали, что так и такой степени, что в больнице нет лекарств, что все так плохо. А когда 3 числа я уже сам лично зашел в больницу и начал обходить все, практически все палаты. Нас, наверное, видят люди, которые там лежали в больнице. Я собрал целую кучу выписок, ну, назначений, чтобы купили люди лекарства. Я, естественно, начал разбираться в этом, как бы зашел к руководителю как бы больницы, главному врачу. Он тоже как-то объяснил, что на самом деле, что они не были готовы к такому наплыву. В тот В день в тот больнице момент, было... скажите, пожалуйста, в тот момент у врачей были костюмы индивидуальной защиты, средства индивидуальной защиты? Ничего не было, ничего, только маски, только защитные маски и обычные халаты, которые они, по Фактически сути, разделения на грязную зону, на красную зону, на чистую зону еще не было. никаких зон не было, полностью в больнице ходили еще люди, посетители еще, вот родственники вот этих больных. Больница вообще была вот То как, есть получается, что у больницы даже это вот в начале мая уже
пиковые нагрузки по заболеваемости в России, уже до хрипоты руководство России призывало всех сидеть дома. Даже на этом этапе не было ни протоколов, ни рекомендаций, ни инструкций для больниц, как принимать больных, как их распределять, как изолировать, как не допускать к ним других жителей, еще не попавших на лечение в больницу. То есть практически ничего этого не соблюдалось. Абсолютно открытая больница, любой человек мог заходить, выходить с продуктами, там, ну, то, что вот это самое. Мы, естественно, увидев это, как бы подняли, ну, небольшую панику, ну, это было уместно, я думаю, да, в это время. Ну, в тот день в больнице мы, короче, вот узнали, что всего 56 человек. У нас больница рассчитана на 100 коек. Угу. Уже половина больницы была забита. Половина больницы была забита уже. Да, после этого я позвонил руководителю района нашего Буйнакского, позвонил руководителю села нашего Казанища. Мы, в общем, собрались в городе у главы администрации района, пригласили туда главного врача района, главного врача вот этой больницы. Как-то я показал вот эти бумаги, почему, говорю, у нас нет лекарств, почему люди вот так страдают. Мы этого не знали, если честно. Ну, руководитель здравоохранения района начал тоже оправдываться, что у них вот так положение. Ну, и говорит, что с одной стороны говорил, что все есть, все им дают, и с другой стороны, как бы, на мои ответы, то, что я показывал вот эти вот рецепты, чтобы люди покупали лекарства, они никакого ответа мне внятно не дали. Ни мне, ни руководству района они не смогли ответить. Шарифулла, у меня вопрос. Вот в этот момент уже район, город, село были перекрыты? Ограничение было на передвижение между селами и вообще на приезд в район? Ограничение было, если честно, ограничение было, ну, между городом и селением как бы стоял пост, но это тоже, я думаю, во многом, наоборот, действовало, как бы, да, я вот не понимаю. Раздражающе действовал, нет? Раздражающе, просто столпотворение, очередя, как бы, да, вот, стояли машины, но всех почему-то пропускали, никого не разворачивали, ну, просто время тянули как-то, да, вот, и всех пропускали. Слушайте, ну вот этот бардак, он творился вообще везде по Дагестану. Люди не могли понять, для чего нужно имитировать эту деятельность по проверкам, если проверок никаких в принципе и не было. Людей запускали, но с большими заторами, с большим запозданием, с большим раздражением. Я так понимаю, что вообще вся система власти в Дагестане не знала, что делать. Им с Москвы приходили грозные окрики: что-то делайте, ограничивайте, мобилизуйтесь, но никаких четких инструкций ни у кого не было. Ни на случай чрезвычайной ситуации, ни на случай заражения. Ведь в советские годы периодически проводились испытания, учения, когда руководители городов, районов, сел, республик, врачей, партийных работников срочно мобилизовывали и учили действовать слаженно в условиях чрезвычайной ситуации. У нас лет 30, я так понимаю, этого не было. Ни власти, ни чиновники, ни врачи ни к чему не были готовы абсолютно. И поэтому они просто имитировали эту деятельность, что они что-то делают. Перекрывали, но пропускали. Знаете, что еще мы увидели, да, вот, на самом деле, вот этим самым, вот, то, что вот надевайте маски, что получалось? Народ не мог просто находить вот эти маски, масок тоже вот практически в аптеках не было в то время. И я что заметил, люди просто, чтобы вот переходить вот эти посты, держали у себя старые маски, зараженные уже, короче, да, вот. Многие, я вот уверяю, вот заразились из-за того, что вот они вот эти маски надевали неделями. Просто вот когда подъезжали к постам, вот эти вот маски надевали, чтобы пройти, что у них есть эта маска. Они не думали, что они могут заразиться, что они могут заразиться. Шарифулла, скажите, пожалуйста, первые случаи смертей, когда у вас пошли и насколько большой был процент смертности? Как раз таки в начале мая как раз таки вот они начались. И вот я не знаю, как мы, наверное, это скорее всего уже начали замечать сами, когда уже находились в больнице непосредственно. И мы
свой оперативный штаб открыли прямо возле 10 метрах от больницы. Оперативный штаб имеется в виду общественный. Именно общественный. Общественники, да, мы отдельно свой штаб, но я лично каждый день утром и вечером заходил в больницу, во все палаты, спрашивал у больных, собирал бумаги, если кому-то опять давали выписки, короче, вот, ну, это самое, рецепты, какие-то там, купить лекарства. Вы знаете, Руслан, вот у нас уже начались, вот 4-5 числа, мы начали уже по 5, по 6 человек в день хоронить. Представляете? Каждый день. Были случаи, что мы до утра практически хоронили, вот до 4 часов утра, вы представляете, вот ночью прямо хоронили людей. И, к сожалению, хоть поздно, но мы быстро, вот 3 числа, как мы начали, организовали вот это свое волонтерское движение, мы за первые 2 дня собрали 600 тысяч рублей и срочно в Москве, в Ленинграде, где находятся наши вот выходцы с нашего селения, лекарства, непосредственно мы сделали протокол именно, который вот делают в Москве, в Ленинграде, вот мы попросили своих врачей, которые там работают, и местных врачей, которые вот в этой же больнице, вот, и главного врача, вот, который непосредственно в этой больнице, они с таким вот дистанционным консилиумом сделали нам протокол назначения, что мы можем покупать, какие лекарства. И мы, Руслан, в первые же дни вот купили вот эти лекарства. Первые 3 дня мы обеспечили около 200 человек. Вот первые 3 дня амбулаторно. Мы организовали вот эту амбулаторную службу поликлиники, которая практически тоже вот, буквально его не было практически, этой амбулаторной службы. Она, я не знаю, может быть, она на бумагах есть, а на самом деле в реальности я вообще не видел, чтобы какие-то вот медицинские работники, чтобы ходили по домам, узнавали, где, что, как. И как мы начали действовать. Мы нашли лекарства сначала, потом мы сначала думали сделать подворный обход. Первый день мы так и начали. Но поняли, короче, это результатов никаких не дает. Люди боятся, никто не говорил, что есть у них больные. А когда эти наши волонтеры возвращались обратно в штаб, нам начали звонить с тех же районов, где они, наши волонтеры, вот, делали обходы. Вот именно те же люди, которые говорили, что у них нету в семьях больных людей. Они начали звонить, когда 38-39 температура у кого-то. Я извиняюсь, Шарифулла. То есть люди болели по домам, не признавались в том, что у них температура, и ваши боялись. Не было никакого доверия, не было у людей просто. Они были напуганы всем этим ужасом, когда ты представляешь, 7 То есть, когда пошли, я извиняюсь, я попытаюсь восстановить последовательность событий, когда пошли смерти и похороны, люди начали бояться уже, то есть их как бы, у них появился страх, и они перестали признаваться в том, что они заболевают, что у них температура. Ну, естественно, они, знаешь, Руслан, на второй день, как мы начали вот это все, вот 5 числа, больница была переполнена полностью, 100 коек, там 103 человека, по-моему, даже было. И ты представляешь, и такой наплыв, вот который мы обеспечили амбулаторно, вот те люди, они же приходили в больницу, мест не было уложить, хоть старики, хоть молодые, да, вот просто практически все было забито. Ну, благодаря вот помощи вот этих волонтеров, это были студенты, которые учатся в данный момент в медицинских образовательных этих институтах, там, медакадемии. Я прошу прощения, то есть вы мобилизовали студентов, медиков, как волонтеров, чтобы они помогали в больнице и каждому заболевшему, каждому нуждающемуся. То есть фактически рекомендации штаба, который возглавляет Собянин в Москве, вы своим, скажем, своим кругом, своим оперативным штабом на уровне села, вы пришли к тем же самым решениям, что и федеральный оперативный штаб по противодействию распространению вируса. Получается так. Даже был случай уже на 3-й день, как я это все начал как бы организовать, вот это все. Может, у нас тоже были какие-то упущения, да? Мы, представляешь, просто пришли и тупо начали работать просто.
Мгм. собирать молодежь, собирать медсестер, которые в жизни не работали там, в медицинских учреждениях. Вот даже вот этот главный врач нашей больницы, вот, я вот очень благодарен, что он вот так открыто уже начал с нами вот входить в диалог и Мгм. звонить, просить, короче, на самом деле реально, вот ты представляешь, с утра до вечера в отделении терапии в один день не было ни одной медсестры вообще, ни за кем ничего, ни капельниц, ни уколов, ничего не было сделано. Вот потом вечером позвонил, естественно, он, когда уже узнал ситуацию, как бы, да, вот, чтобы мы помогли как-то, да, вот, мы из дома вытащили девочек, вот этих, вы, наверное, видели, наверное, Надыр Султан рассказывал про это, Да. 5 девочек, вот, ну, молоденькие, да, к самому старшему, наверное, лет 27. Вот эти девочки, короче, вот, пришли в больницу и начали в тот день работать, приступили к работу. И они, ну, благодаря вот этим, можно сказать, девочкам, как бы, да, вот, ну, конечно, все работали. Все, которые медсестры, весь медперсонал. К сожалению, на всю больницу каждый день в дежурство приходил один врач всего на 100 человек. Ну, были, не хочу врать, были дни, которые 2 врача было. Но эти врачи были гинекологи или офтальмологи, короче, да, абсолютно, которые не имеют отношения Специализированных врачей не было, ни к... инфекционистов, ни вирусологов, ни эпидемиологов. Ни одного вирусолога, ничего мы не видели абсолютно, не было. Шарифулла, И скажите, пожалуйста, общее количество погибших в селе какое? Общее количество погибших? я думаю, я точно не могу сказать, Руслан, ну, примерно я скажу, где-то около 40 человек. Около Около 40 40 человек. человек. И Искренне соболезную. представляете, что я хочу сказать, чтобы услышали другие тоже. Вот что, как у нас пошло, как мы организовали вот это все. Во-первых, ты представляешь, на 100 коек в больнице было всего 2 аппарата, 2 кислородных увлажнителя, 2 кислородных аппарата. Мы буквально на следующий день заказали 2 аппарата, короче, да, вот на 3-й день они были уже в больнице. И, к сожалению, вот ты представляешь, на следующий день, как мы организовали вот это волонтерское движение, мне начали звонить со всех структур, оттуда, отсюда, мол, Шарифулла, ты не даешь врачам работать, ты мешаешь, не мешай, пожалуйста. Когда я начал уже открывать, раскрывать вот эти все их недочеты, да, вот то, что они вот не сделали. И вот этот руководитель здравоохранения района, он перед руководителем района, администрации, главой администрации района, дал слово, что через неделю в этой больнице будет 6 аппаратов вот этих кислородных. И по сей день, вот 20 число, ни одного аппарата они не купили. Мы потом еще 2 аппарата купили за свои деньги, привезли, поставили. Сейчас у нас 6 аппаратов, которые работают в больнице. И, Руслан, ты представляешь, вот мы до 12 числа обеспечили, короче, лекарствами около 400 человек. Не только Хорошо. лекарствами, а повторно. Полностью дома, короче, делали назначение, делали контроль. Каждый день звонили, давали свои номера, короче, вот 5-6 человек постоянно сидело, короче. Ну, у нас как государственная организация она работала, короче. Но я хочу вам сказать одно. После 10 числа, вот все свидетели, которые нас видят, наши односельчане, вот с 10 по 20 число было всего 2 случая смерти, короче, да? Вы представляете, мы практически Машаллах. взяли под контроль полностью вот это. То есть вы переломили ситуацию, переломили ход заражения. Ну, Машаллах. да. Ну, Брат Шарифулла, Руслан, нам этого и не нужно. Я извиняюсь за то, что перебиваю. Ни одного человека, который, да, вот кроме как председателя районного собрания Даниил Хазриевич, вот единственный человек, который вот постоянно звонит, и мы с ним общаемся, как бы, и с деньгами там чуть помог. А ни одно из звена руководства района, ни одного человека с руководства здравоохранения района даже не приходило, даже просто не заходило в наш штаб. Вы представляете, Руслан? Шарифулла, честно говоря, эта эпидемия выявила чудовищные факты, просто чудовищные факты в Дагестане. Это глубина катастрофы развала системы здравоохранения, чиновничьего аппарата на местах и, самое главное, человеческого отношения вообще друг к другу.
в чиновничьей вертикали. То есть полный цинизм, полное равнодушие, полная деградация настолько, что даже человеческие качества проявить, даже включиться в эту борьбу с вирусом, просто даже хотя бы волонтером, если ты чиновничий аппарат у тебя бессилен, хотя бы как человек прийти, встать в один ряд с теми, кто спасает жизни, даже на это их не хватило. Даже на это не хватило. Вот единственный человек, я очень благодарен, вот Надыр Султан. Это руководитель фонда Султанмут, имени Султанмута Тарковского. Общественный благотворительный фонд Кумыкский. Они приехали, вот отблагодарили наших девочек, вот этих именно 5 девочек, и деньгами, там, поощрение, там, и благодарности. Я очень признателен, если честно, да. Это подняло еще больше патриотизма в этих девочках. Они на самом деле и патриоты. И вот эти мальчики, которые до сих пор, вот с 3 числа, они практически дома не были. Они в комбинезонах, работают полностью закрытые. И по сегодняшний день мы там установили дежурство, закрыли всю больницу полностью своими силами. Ни одного человека не пропускаем. Вот это вот дал эффект. Брат Шарифулла, время, к сожалению, ограничено. Я вас искренне благодарю за включение. Хотел бы еще раз поблагодарить всех ваших сельчан, которые участвовали в спасении больных, помогали нуждающимся людям. Вот это вторая удивительная вещь, которую выявила эта эпидемия. Это мгновенная мобилизация, способность к мгновенной мобилизации дагестанского общества в едином порыве, несмотря на социальное происхождение, несмотря на достаток, несмотря на национальности, степень религиозности. Все, у кого осталось сердце, именно дагестанский дух и дагестанское сердце, мусульманское отношение к жизни и смерти, они все мгновенно мобилизовались и показали, что такое Дагестан в период испытаний. Искренне благодарю. Пусть Аллах даст вам. Просто одну минуту еще. Вот я хочу вот одну вещь сказать. Ты знаешь, Руслан, вот позавчера как раз мы сидели, вот полностью волонтеры, все сидели, мне позвонил человек, русский человек с Ростова. Он говорит, вот я правильно звоню? Я говорю, да, вот это мое обращение, да. Он просто увидел где-то мое обращение. Этот человек, русский человек, Александр его зовут, он перевел в наш фонд помощь, короче, 15 тысяч рублей. Вы представляете, он не но русский человек. Вот у человека душой болеет, вот на самом деле, вот слово не мусульманин, да, мы должны это слово не словом просто, да, показывать своим как-то вот названием, да, вот, а реально... При том, что многие наши депутаты, чиновники и рублем даже не смогли помочь. Вот, единственный, я сказал, единственный человек, вот, председатель нашего районного собрания, Даниил Хазреевич, и все. Больше никого я не... Искренне благодарю, Шарифулла, я уже тогда завершаю беседу, мы сейчас будем подключать следующего гостя. Здоровья вам, не болейте, от нас искренний салам алейкум джамаату селения Нижнее Казаничье и всему району Буйнакскому. Баракаллах. Я бы сейчас попросил